2 года назад подземный рудник Айхал вывели на проектную мощность. В настоящее время на предприятии добывают 500 тысяч тонн руды в год. Идет внедрение новой системы отработки. В эксплуатацию вводится современное оборудование. Продолжит Оксана Мезенцева. Сегодня шахтеры подземного рудника Айхал уверенно смотрят в будущее. Стабильную работу предприятия с ежегодным выполнением плановых показателей обеспечивает высококвалифицированный коллектив подразделения. В шахте и на поверхности трудятся как молодые специалисты, так и опытные сотрудники, те, кто работает с основания предприятия. Производительность айхальской подземки после выхода на проектную мощность составляет 500 тысяч тонн кимберлита в год. Этой цифре будут соответствовать и в 2015-м. Для этого есть все ресурсы и возможности. Начиная с этого года мы начали переход на камерную систему отработки. На данный момент мы отрабатываем переходную зону. В следующем году уже слоевая система отработки уже с первого полугодия заканчивается. И начиная с 2017 года полностью происходит полный переход на камерную систему отработки. Переходу на камерную систему отработки руды предшествовала огромная работа. В компании «Алроса» рудник Айхал первый, где будет внедрена такая система. Для этих целей закуплено новое оборудование и специализированная техника. Специалисты утверждают, все затраты должны окупиться. Что касается воды в шахте, то водоотведение на руднике работает в проектном режиме. Здесь сложности не возникает. Так, в прошлом году на минус 145-м горизонте вертикально-клетевого ствола был запущен участковый водоотлив. На минус 100-м горизонте стабильно работают установки главного водоотлива. Айхальская подземка – это, несомненно, опасное производство. Поэтому технике безопасности, как и в других подразделениях ГОКа, здесь уделяется особое внимание. Сегодня в ногу со временем оборудован класс по охране труда. Силами специалистов рудника создан обучающий фильм. Но предсменные инструктажи и средства индивидуальной защиты – это обязательная процедура. Ведь дома каждого шахтера ждут дорогие ему люди. Оксана Мезенцева, Александр Дамонтович, телерадиокомпания «Алмазный край».